бьется сердце. Так звучит наше. Я житель столицы, и мне с чем гордиться, и есть кому гордиться мной. О-о-о. Я житель столицы, причины не бодриться, нет ровным счетом никакой. Ну вот, мы сейчас находимся, значит, в одном из самых старинных и живописнейших мест Москвы. Это Брюсов переулок, вообще всякие улочки и переулочки по правой сторону от Тверской улицы. Почти на каждом квадратном километре есть шикарные места для того, чтобы, значит, московские пацаны и девицы могли организовывать для себя кафе под открытым небом, ночное кафе под открытым небом. Андрей Меликов не даст мне соврать, да, мы здесь выпиваем вот фактически на каждом. Вот здесь все. Вот здесь везде, да, вот здесь везде. Вот там есть один закрытый дворик чудесный. Также вот чуть-чуть поодаль Азербайджан. Да. Наши любимые, но нас оттуда прогоняют, потому что принимают нас за экстремистов. И сейчас я вас провожу, значит, на место, которое называется... Раньше он назывался Гулливера. Тишайший дворик, очень удобный для того, чтобы организовывать автопати после концерта или мероприятия какого-либо в любом центральном маленьком московском клубике, каковых здесь вот миллиард, по одну сторону Тверской, по другую. А вы по какой теме, то есть, ну, в смысле, то есть, спрашиваете, то есть, общий эффект или... Не-не-не, у нас здесь экскурсия по знаменитым гей-местам Москвы, место встречи мужчин. Значит, у нас... Не-не-не, честно. У нас экскурсия, то есть экскурсия, то есть, значит, мы там движемся, то есть, вот, там есть памятник, вот, ну, гению, то есть. Да, я знаю, там на Плевне, что ли? Ну, там, где мы все тусуемся. Как тебя зовут? Олег, местный абориген. Сейчас нам все расскажет. Все покажет. Уже. Ну вот, в общем, как вы видите, не только вечером или ночью, а и днем можно тоже здесь встретить веселых московских ребят, которые вот выпивают и закусывают. Это же журналистика. Это журналистика, конечно. МГУ, журфак. Вот это тот самый дом композиторов. В советское время здесь, значит, жили все главные композиторы. Ну, это не единственный дом композиторов, но, по крайней мере, этот так называется. Может, здесь композиторы не жили, но, по крайней мере, почему-то в Москве этот дом называется домом композиторов, а этот двор называется двором за домом композиторов. Вот это как раз и есть то самое место, которое раньше называлось Гулливером. Правда, от Гулливера ничего не осталось, но, тем не менее, я вам сейчас, значит, там все расскажу про Гулливера. По микрофону, чтобы все слухали. Сейчас мы здесь видим модерновую детскую площадку для того, чтобы дети здесь играли и всячески тусовались. Даже построено какое-то подобие храма Василия Блаженного. А раньше, и вот ровно на этом месте, лежало огромное сооружение из железа, дерева и чего-то такого. Значит, фигура Гулливера. Как вы помните, Гулливер, когда попал к лилипутам, они его, воспользовавшись его бессознательным состоянием, значит, прибежали там огромные орды этих лилипутов и связали его веревками, привязали, значит, там к какому-то там, к чему-то. Они его положили на такую тележку. Что такое Гулливер? Гулливер — это, значит, была огромная вот в пол этого двора фигура на тележке с колесами, и каждая часть Гулливера, будь то нога, или рука, или голова, было чем-то таким детским, каким-то развлечением. Например, голова была качелями такими, а вот там рука, там еще какой-нибудь вот такой вот фигней, да, нога там... Ну, там лазить можно было через нее как-то. Вот, там, да, лесенка какая-то, чудесенка. Вот он здесь лежал огромный, и дети на нем с удовольствием тусовались. А вечером, значит, выпивающая интеллигентная богема московская, художники, капельские композиторы, рок-музыканты, тогда еще юные, шли на другую сторону Тверской в магазин «Марочные вина». Покупали там портвейн крымский, красный или белый, ну и вообще всякие массандровские вина. Переходили через дорогу и шли выпивать на Гулливера. Это так и называлось. Все. Кто-то из нас двоих. Я называю это веселящий газ. Так бьется сердце. Так звучит наше.